Почему Россия обвинила чеченцев в совершении геноцида над русским населением в начале 90-х годов? Кто на самом деле убивал мирных жителей – русских, украинцев, чеченцев, ингушей, армян, азербайджанцев и других, которые жили в Чеченской республике? В конце 1994 года, после ряда провокаций, Россия под этим предлогом начинает наносить ракетно-бомбовые удары по чеченским населенным пунктам и вводит в Чеченскую республику свои войска. И все это происходит под призывы чеченского руководства не начинать войну и решить все спорные вопросы за столом переговоров. Россия игнорирует все призывы к миру и начинает войну. В результате этой войны гибнут сотни тысяч мирных жителей. Под бомбами оказываются все национальности, которые проживали в республике. Мирные жители всех национальностей прятались в подвалах от русских бомб и снарядов. Никто в этих подвалах не делил друг друга на разные религии или же национальности. Очень много случаев, когда чеченцы вывозили русских и других жителей в села и районы, где не велись эти обстрелы. Фактически чеченцы спасали русских от российских бомб. По сегодняшний день нет ни одного факта, который может доказать и подтвердить, что чеченцы притесняли русских. Нет и не существует никаких международных расследований или признаний геноцида русских. На самом деле на чеченской земле устроили другой геноцид под призывами «все чеченцы, начиная от 10 и до 65 лет, являются террористами и их следует убивать». И об этом говорили открыто на российских телеканалах. Подводя итог, я повторюсь, за 30 лет не было предоставлено ни одного списка жертв, ни одного судебного решения, ни одного международного отчета, который подтвердил бы такой тезис о геноциде русских в Чеченской республике. Ни ООН, ни ОБСЕ, ни Совет Европы никогда не признавали существование геноцида русских в Чеченской республике. Зато были задокументированы следующие: массовые бомбардировки, фильтрационные лагеря, исчезновение людей и внесудебные казни со стороны российских военных. Это не только про чеченцев, это универсальный российский механизм, и он повторяется. История чеченцев – это не исключение, а предупреждение. Когда государство начинает говорить, что целый народ – угроза, дальше всегда приходят бомбы. И каждый раз жертвами становятся обычные люди, независимо от национальности и веры.